Сегодня 28 августа. Мы находимся в гостях у бывшего депутата Государственной Думы Верховного Совета Российской Федерации Костоева Ибрагима. Ибрагим, такой вопрос. Много разговоров, много слухов автора этого закона, тот-то или иной, там, этот. Вкратце расскажите, как создавался этот закон, что послужило созданию этого закона, что побудить мотивом, что послужило, кто вам помогал, кто мешал созданию этого закона. Значит, все началось с первого съезда, когда решались вопросы организационные, кто будет возглавлять, кто будет членом Верховного Совета, вот эти вопросы такие организационные в первом съезде были. Проблемы возникли, когда начались выборы председателя Верховного Совета. По существовавшей тогда Конституции председатель Верховного Совета был высшим должностным лицом Российской Республики. И вот в первом туре голосование было, противостояние было Полосков, Краснодарский край, первый секретарь, и Ельцин. Полосков проиграл, но Ельцин не добрал необходимые 50% плюс 1 голос. Второй тур то же самое было. И если бы Ельцин в третьем туре не набирал необходимое количество голосов, он не имел права по регламенту выставлять свою кандидатуру в 4-й раз. Вот в этой ситуации перед голосованием за день, за два, я встретился с Бочаровым по их предложению, Бочаров, Камчатов. И там зашел разговор о том, как я голосую. Я откровенно сказал, что я обоих вычеркиваю, и ничего хорошего я не вижу этих кандидатов. Собственно говоря, об этом снят фильм, там я более полно говорю, там и Бочаров говорит об этой истории. Короче, когда мы разговаривали, мне Бочаров говорит: ты же зачем ты сюда приехал? Что ты хочешь здесь добиться? Я говорю: я хочу сделать закон о реабилитации репрессированного народа. Он говорит: а если бы тебе пообещали, что вот закон будет принят, твое желание реализуется. Я сказал: тогда бы я проголосовал за того, кто мне это обещание даст. Вот мне Ельцин обещал, если он побеждает, я должен быть председателем правительства. И я говорю, что обещаю, что этот закон будет принят, если Ельцин пройдет. Я говорю тогда: слушайте, Михаил Александрович, я могу вообще-то не один голос сделать, свой один. Мы в курилке обсуждаем, кто как голосовал. Нас 61 человек голосовали, вычеркивали обоих. Так что резерв для того, чтобы победил один из претендентов, там существует, которые голосовали против обоих. 6-7 человек из них у меня знакомы. Я учился в Краснодаре, я говорю, там есть ребята, которых я мог бы уговорить. Короче, я говорю, что можно сделать 7-8 голосов. Он говорит: да. Я говорю: да. Он встает, вынимает из кармана крест, золотой крест был на цепочке, почему-то в кармане был брючным. И говорит: вот на этом кресте я клянусь, что в случае, если эти голоса будут сделаны, обеспечены за Ельцина, закон будет принят. Вот на этом мы договорились, и я переговорил с ребятами, и проголосовали. Ельцин в третьем туре победил с преимуществом 4 голоса. И там же, на первом съезде, там продолжался съезд, на первом же съезде постановление съезда, перечни законов, которые обязан принять Верховный Совет, стоял закон о реабилитации репрессированных народов. После этого все потуги, там бегание,
часто нет. По поводу этот закон мы пробиваем, не пробиваем, они совершенно не нужны были, потому что Верховный Совет, даже если не хотел, обязан был принять закон о реабилитации репрессированных народов. То есть это было поручение Верховного Совета народных депутатов, да? Да, нет. Это было поручение съезда Верховному Совету, задание было, которое обязан был Верховный Совет выполнять, потому что съезд это верховный орган был, а Верховный Совет был нижестоящий, обязанный подчиняться решениям съезда. И поэтому я сразу же, дальше, когда пошло разделение этих законов, кто каким, чем будет заниматься, там по комитетам, комиссиям эти законы, когда распределялись, я встал и сказал, что я буду вести закон о реабилитации репрессированного народа. Они были несколько удивлены, потому что там люди, которые занимаются, имеют смелость сказать, что они будут делать закон, были юристы, известные люди. Но в любом случае на меня этот закон записали. И с самого начала этот закон был записан за мной, что я его ведущий и что я его должен делать. Об этом знали все, я об этом рассказал, я об этом случае рассказал всем нашим. Все знали. Я это не скрывал. Может быть, и зря не скрывал. И поэтому потуги тех людей, которые говорили, что они делают там что-то, потуг не было, потому что куда бы они ни заходили, они с собой водили людей, которые знали руководителей. Они заходили в кабинет, тогда можно было очень легко пройти в Верховный Совет, и спрашивали, будете голосовать за закон о реабилитации. Вот эти заводилы брали с собой не следующих людей. Там в комитете говорили, да, мы, конечно, будем голосовать за это. И вот эти вот верховоды говорили, вот, я же отвес борьбы. Мы обеспечили голоса. Вот таким враньем люди занимались. Ну ладно, я не хочу про них больше говорить. Короче говоря, решение о принятии закона было принято съездом, на первом же съезде, постановление. Желающие могут это посмотреть. В фильме есть крупным планом выделенное постановление съезда, где строки, где стоят поручения о репрессированных народах, и написано, что законопроект разработан членом Верховного Совета Костовым Ибрагимом Юсуповичем и доктором юридических наук Коваленко. Доктор юридических наук Коваленко это был мой помощник. Более того, зарплата маленькая была у него, у меня, потому что я ему не мог большую зарплату. Да, я ему отдал все деньги, которые на 5 помощников должны были распределяться. Но это было мало, потому что он был профессор, он был доктор. И потом его подбивали наши же люди, чтобы он пришел к ним на работу. Я ему тогда говорю, смотри, вот протокольный сектор мы отсылаем этот законопроект, я тебя в историю веду. Взял против своей фамилии, заставил его напечатать, печатал он, запиши, я говорю, что ты тоже участвовал в этом деле. Вот так он попал в этот законопроект, хотя он там не должен был быть, помощника этих людей там. Технический персонал туда вообще не заносится. Он не был депутатом, да? Конечно, не был, он был моим помощником. Вот такая была история. Потом, когда пошел процесс, противников этого закона не было. Ельцин был сторонник. Демократы все знали, что я в команде Ельцина. Хасбулатов, как сам репрессированный, был за, он был первым замом. В общем, там не было препятствий, кроме вот этих 2 статей, где бы говорилось о территориальной реабилитации, а там были осетины против. Но потом, когда начиналось обсуждение в комитетах, комиссиях, к нам приходили они. Когда начинались их аргументы, я там сидел, защищал аргументацию свою. Там они вчастую проигрывали, потому что они говорили, что это кабардинские территории, потом они говорили, что это казачьи территории, потом они говорили, что еще чьи-то это территории. Я же говорил, что вот в пригородном районе есть селение Ангушт. Нас даже называют по этому селению. Когда первый раз русские пришли на Кавказ, они увидели человека и спросили, откуда ты, поскольку они языка не знали, он сказал, Ангушт село назвал. Оттуда
русские первопроходцы наш народ назвали ингушами. Так же, как чеченцев назвали чеченами по Чечен Аулу. Там тоже, видимо, чеченец им попался из Чечен Аула. Мы все знаем, что само название у нас другое. И поэтому препятствий у нас по продвижению, у меня по продвижению этого закона не было. Со стороны депутатов, за исключением нескольких человек, которые, я имею в виду с осетинской стороны, которые были против 2 статей, касающихся территориальной реабилитации. Вот и все. Но это тоже было преодолено, потому что они не смогли своими аргументами убедить остальной депутатский состав, несмотря на то, что они говорили как могли, свои аргументы в комитетах, комиссиях, говорили, и даже там во время принятия, в день принятия пытались что-то там сказать. Верховный Совет проголосовал за эти 2 статьи в том числе. Иван, вот смотрите, в народе сегодня мало кто знает, что вы являетесь автором этого закона. Мы сегодня обвиняем людей, да, почему вы не знаете, почему ты про него говоришь, почему про этого говоришь. Люди не виноваты в том, что они не знают об этом. Не виноваты. Почему не виноваты? Если вы, как человек, как автор этого закона, если вы все это время молчали, в принципе, на бытовом уровне говорилось все это, а не было это вынесено на всенародное обсуждение, не было это написано в газетах, не было это в печати. Ну, сайты, даже тогда, когда появились сайты, интернет когда появился, и там этого не было. Почему до сих пор молчали? Я могу сказать почему. Потому что я за все время моего депутатства ни одну копейку денег, у нас же имелись общие кассы, вы знаете, наверное. Мне на первых порах, даже в мае месяце, сразу же, когда я туда поехал, привезли 500 рублей и сказали, вот все депутаты получают, и тебе тоже привезли. 4 в смысле, у нас было 2 в Верховном Совете СССР и 2 народных депутата СССР. Я говорю, я брать деньги не буду, потому что я ради Аллаха и ради своего народа сюда приехал. Я не взял эти деньги. Дальше. Я не очень пытался прославиться, потому что то, что я делал, я еще в детстве слышал, что если ты делаешь добро, можно кричать об этом и делать добро. Но лучше, если ты сделаешь это тихо. Зачтется больше, когда человек делает хорошее, тихо, со стороны Бога. Eğer dejdi kuluk muhabbetir demekte, ne alır da sağ kadar. Dostu alıcı dalmekte. Çoğu kayıtıdır aden sağ dikuluk var mı hudda. Позадашно зангул шкандится. Я придерживался этого принципа. Это все. Поэтому я не очень старался. Потом я 1-2 раза попытался за последние, не за последние, вообще за 20, когда появлялся здесь. Меня не допускали ни в газету, ни на телевидении, не принимали меня там, потому что там было уже оккупировано и забито. Аргументация там не проходила, потому что хозяева там были другие. Люди, которые даже не сообщили в средствах массовой информации, что меня избрали членом Верховного Совета Российской Федерации. Членом Верховного Совета они называют совсем другого человека, который никогда в жизни не был, и который не голосовал за эти законы, потому что не имел права. Не было такого права. Вот такие дела. Вот после того, как была образована Ингушская республика, первым президентом республики стал Алушев Руслан Султанович. Да. Встречи были у вас с Русланом Султановичем? Да нет, я пару раз попытался с ним встретиться, но он меня избегал. Потому что в процессе работы над этими законами он прекрасно знал, где в каком кабинете эта работа идет. Он там появлялся, но ни одного слова активности он не проявил. Другое дело, дальше там и по комиссии Белякова там боролся, все. Но Алушев не участвует. Когда ему кто-то задавал вопрос, мне сказали,
передали, что он сказал, что он Дальневосточного округа, и что ему отец сказал: не вмешивайся. Вот и была его позиция. Ему отец сказал: не вмешивайся, но почему-то он в противодействии против своего отца вмешался, когда ему предложили должность президента. Пришел и занял эту должность. Хотя он недалекий родственник. Рядовшего Руслана. Вот такая ситуация. А после этого он не хотел со мной встречаться, потому что когда я приехал в Москву после событий 92 года, я объявил, что я выхожу из команды Ельцина. Команда Ельцина его сюда назначила, ну, по крайней мере, те, которые вокруг него крутились. Наверное, ему была дана установка, чтобы он со мной не особо решался, потому что они знали уже мою позицию по отношению к Ельцину. Может, поэтому, не знаю, я могу только это предполагать. Да и раньше он не особо со мной, там даже, когда мы там работали, мы не особо общались. Причины я не могу сказать, почему так было. Да, раз люди вместе не работают, и не приходится общаться, вот и все. Я с Берсигом не особо общался. Правда, я один раз с ним в Владикавказ ездил, там на каком-то заводе мы там выступали, вместе с комиссией Белякова я присутствовал несколько раз на заседаниях там. Они не возражали, что член Верховного Совета России участвовал в работе комиссии Верховного Совета СССР. Там, да, был контакт, а здесь нет. Ну и туда, там тоже я Аушева не видел. Комиссия Белякова тоже. Вот в чем дело-то. Был принят закон об образовании, был принят закон о реабилитации агрессивных народов, потом закон об образовании Ингушской республики. Ведь автором и этого закона являетесь вы. Конечно, в этом законе о реабилитации репрессированных народов есть статья, которая гласит: народы, имевшие свои национальные государственные образования, имеют право, должны быть их национальное государственное образование восстановлено. Поэтому закон об образовании Ингушской республики был принят уже в этом законе, одной из статей закона о реабилитации репрессированных народов. Поэтому Ельцин, когда свой проект посылал в Верховный Совет, потому что мне Хасбулат сказал категорически, что он не допустит, чтобы была Ингушская республика. И Ельцин был подготовлен мною проект об образовании Ингушской республики, где черным по белому было написано: в целях реализации закона о реабилитации репрессированных народов принять закон об образовании Ингушской республики. Ельцин эту формулировку подписал и от своего имени этот проект прислал в Верховный Совет, который мы благополучно приняли, и нам нужно было обязательно, для того, чтобы не попасть в орбиту Дудаева, отделиться от вооруженных до зубов той стороны и вооруженных до зубов других соседей. Мы должны были сказать, что мы в составе России. Я думаю, это нас спасло от той мясорубки, которая творилась. И я представляю, с какой радостью наши соседи ринулись бы к нам в гости, вооруженные до зубов. Если бы мы были в составе Чечен-Ингушетии. Потому что в Чечню наши соседи попадали в больших количествах, вы знаете это. И в Чернокозово, и в этих местах, и даже на Тельчном районе там кто-то был, я помню. Короче говоря, то, что образовалась Ингушская республика, ослабило Дудаева в том плане, что если бы пошли ингуши за Дудаевым, то я думаю, конечно, не 100% дагестанцы пошли. А сейчас, получилось так, что ингуши не идут, дагестанцы говорят: разве самые близкие к ним ингуши за ними не идут? Почему мы должны за ними идти? Логику понимаете? Поэтому даже те, кто хотел за ним пойти, задумались, и многие отшатнулись тем, что мы массово не поддерживаем Дудаева из-за этого. Так что
мы отчасти и Россию спасли, которая могла пожать, если бы это движение дудаевское было бы подкреплено и Дагестаном, и Ингушетией, массовое, я имею в виду. Даже будучи в одиночестве, команда Дудаева в Хасавюрте подписала договор, который подписывал Левин, об образовании, об независимости. Другой мире согласен. Да, да. О независимости своей. Поэтому, если бы там было нас больше, я имею в виду сторонников Дудаева, там могли быть и другие последствия более значимые. Так что Россия должна знать, что ингуши помогли. Но я что-то не вижу за это. Спасибо. Ни один официальный человек это не сказал. И не первый раз, но мы спасибо за это получили 92 октября, наверное, 92. Да, потому что мы пострадали раньше, чем чеченцы пострадали. И никто нам спасибо не сказал за то, что мы на стороне Шамиля не воевали в 19 веке. Спасибо сказали после окончания этой войны, зато выдавались ингуши, Ангушта, с Ах-Юрта, передавали земли казакам. Да. И здесь тоже. Поэтому у нас какое-то парадоксальное это самое отношение к нам со стороны Москвы. Очень такое специфическое, загадочное. Я считаю, что это просто из-за того, что у нас есть памятник материальной культуры. На территории России нет другого народа, у которого было бы такое огромное количество каменных памятников. Были юрты, были там какие-то вигвамы, были какие-то сени, были какие-то срубы. Ну вот это, и 200 лет российской армии эти наши памятники разрушает. И даже сейчас.